Доброго времени суток, дорогие телезрители! В эфире НВК Саха программа «Про авто 14». Мы обсуждаем темы и поднимаем вопросы, связанные с безопасностью дорожного движения. В студии работает Антон Васильев. В следующие 25 минут вас ждет много интересной и полезной информации. Итак, в сегодняшнем выпуске. Статистика происшествий, что случилось на дорогах республики за прошедшую неделю. Какие государственные услуги по линии ГИБДД можно получить онлайн? Разрешена ли тонировка стекол транспортного средства? В чьем видении находится расследование дорожно-транспортных происшествий на пароме? Повторение – мать учения. Правила дорожного движения в нашей студии проверит мотоциклист Кристина Залялова. А в начале нашего выпуска мы предлагаем обзор происшествий на дорогах нашей республики за последнюю неделю. На автомобильных дорогах республики с 25 сентября по 1 октября зарегистрировано 23 дорожно-транспортных происшествия, где погибли 5 человек, травмировано 25, в том числе пострадало 4 несовершеннолетних. Так, 25 сентября около 8 часов утра на перекрестке улиц 50 лет Советской армии Рихарда Зорге 41-летний мужчина, управляя автомобилем Toyota Succeed, двигаясь со стороны паромной переправы в сторону города, выехав на полосу, предназначенную для встречного движения, совершил лобовое столкновение с погрузчиком 7655D. В результате аварии травму получили водитель Toyota Succeed и его несовершеннолетние пассажиры 8 и 16 лет. Прибывшая на место происшествия бригада скорой медицинской помощи доставила их в медучреждение для дальнейшего обследования. В момент столкновения дети и сам водитель не были пристегнуты ремнями безопасности. Выяснилось, что мужчина находился в состоянии опьянения. Результат проведенного освидетельствования составил 0,52 промилле. По данному факту проводится проверка. Уважаемые водители, мы напоминаем что пьяный человек, сев за руль, создает реальную угрозу себе и окружающим. 28 сентября в 12:05 в дежурную группу ГИБДД поступило телефонное сообщение от оператора 103 о дорожно-транспортном происшествии на 5-м километре Вилюйского тракта возле дома К1. Предварительно установлено, что на 5-м километре около дома К1 водитель 1989 года рождения, управляя автомобилем Toyota Verosa без государственных регистрационных знаков, следуя со стороны горного района в направлении окружного шоссе, выехал на полосу, предназначенную для встречного движения, где совершил столкновение с грузовым автомобилем ЗИЛ-131 с буровой установкой под управлением водителя 1962 года рождения. В результате ДТП водитель Toyota Verosa и его пассажир, сидевший на переднем сидении, скончались на месте происшествия до приезда скорой медицинской помощи. Девушка-пассажир, находившаяся на заднем сидении, госпитализирована в медучреждение. В ходе проверки установлено, что водитель Toyota Verosa ранее был лишен права управления транспортными средствами. Водитель ЗИЛ-131 имеет водительское удостоверение, стаж с 1980 года, состояние алкогольного опьянения не установлено. По данным базы госавтоинспекции, к административной ответственности не привлекался. 30 сентября около 4 часов утра в дежурную группу госавтоинспекции поступило телефонное сообщение от оператора скорой медицинской помощи о дорожно-транспортном происшествии. На место незамедлительно был направлен наряд ДПС и оперативная группа. По предварительной информации, возле дома номер 20Б1 Вилюйского переулка неустановленный водитель, управляя автомобилем Toyota Carina, следуя со стороны улицы Объездное шоссе в направлении улицы Лермонтова, не справившись с рулевым управлением, совершил наезд на препятствие на опору металлического забора с последующим опрокидыванием транспортного средства. На момент ДТП в салоне находились 28-летний мужчина, который был госпитализирован с различными травмами в медучреждении, а также 26-летняя девушка, которая от полученных травм скончалась в карете скорой помощи. Все обстоятельства и причины произошедшего выяснит следствие. Несомненно, самые важные участники дорожного движения – это дети. С малых лет они должны знать правила поведения на дорогах. В этой работе инспекторам ГИБДД помогают юные инспекторы движения. Ежегодно с началом учебного года сотрудниками госавтоинспекции совместно с педагогами и Министерством образования ведется большая профилактическая работа, связанная и направленная на снижение детского дорожно-транспортного травматизма. Их главной задачей является привить навыки безопасного поведения на дорогах, в основном самым уязвимым участникам дорожного движения. Как правило, это первоклашки. Начиная с 1 сентября и где-то примерно до конца ноября мы работаем
с самыми юными участниками дорожного движения и в каждом классе проводим определенные занятия по привитию навыков безопасного поведения. Кроме этого, значит, мы устраиваем групповые занятия, как сегодня мы видим, с использованием мобильного детского автогородка. Именно учим детей переходить дорогу правильно, на разрешающий сигнал светофора, по пешеходному переходу. Более со старшими поколениями мы уже работаем как с детьми, с другими иного вида участниками дорожного движения. Это велосипедисты, это правила передвижения на самокатах и так далее. И сегодня вы видели, да, у нас есть гордость наша, это юные инспектора дорожного движения, которые нам помогают в этом, во всем. Очень грамотные у нас дети, которые нас поддерживают в безопасности и очень большую работу проводят. ЮИДовцы отряда «Автодозор» — это надежные помощники сотрудников госавтоинспекции и педагогов в вопросах пропаганды безопасности дорожного движения. Они не только сами в нестандартной игровой форме изучают правила дорожного движения, учатся управлять велосипедом и оказывать первую помощь пострадавшим в ДТП, но и ведут огромную просветительскую работу среди сверстников, взрослых и малышей. Мы проводим классные часы, и плюс в том, то, что мы учим эти правила. Мы ни разу не попали в аварию, мы всегда следуем правилам дорожного движения, чтобы сохранить наше здоровье в целости и сохранности. Все младшие классы, старшие классы, взрослые, дети должны соблюдать правила дорожного движения, чтобы сохранять свою жизнь и здоровье. Сегодня мобильным автогородком оснащены практически все учебные заведения. Теперь он появился и в школе номер 6. Несомненно, организация мобильного автогородка – эффективный способ снизить уровень детского травматизма на дорогах. Ведь только рассуждая об опасности, нельзя привить навыки безопасного поведения на дорогах. Интерактивные сервисы ГИБДД призваны упростить и ускорить получение гражданами необходимых для них услуг и получение важной информации. Например, можно узнать о наличии и размере штрафов, истории автотранспорта, об участии в дорожно-транспортных происшествиях. Обычно этим сервисом активно пользуются при совершении сделки купли-продажи автомобиля. Также можно проверить водительское удостоверение. Более подробно об этом нам расскажет Владимир Ощепков, инспектор отделения пропаганды безопасности дорожного движения управления ГИБДД МВД по Республике Саха-Якутия, капитан полиции. Владимир, приветствую. Ну что ж, несомненно, интерактивные сервисы ГИБДД дают возможность автомобилистам быстро, удобно, понятно, не выходя из дома и не прилагая особых усилий, получить много информации. Какие именно сервисы при этом наиболее популярны у автомобилистов? Ну, у автомобилистов в данное время, конечно, как и в принципе раньше, кто знает, да, это у нас есть сайт ГИБДД РФД, где есть возможность интерактивно проверить транспортное средство, также водительское удостоверение. Ну и опять же, там самое интересное, наверное, для водителей, которые уже заключают сделки по купле-продаже данных транспортных средств, допустим, нового, да, где есть возможность проверить на предмет дорожно-транспортных происшествий, на предмет ограничения, ну и также на предмет регистрации данного транспортного средства. Касаемо истории автомобиля, что можно узнать, что детализирует сервис? Данный сервис детализирует, конкретно если на сайте взять, то он детализирует именно регистрацию транспортного средства, с какого момента принадлежал данному человеку, и также, опять же, показывает, сколько людей было зарегистрировано за данным транспортным средством. А что можно узнать о водительском удостоверении? Также по водительским удостоверениям возможно узнать свои штрафы. Там уже отдельное окошко идет. Там, получается, на данном сайте есть кнопочка для проверки транспортного средства, ну и также отдельная кнопочка для проверки водительского удостоверения. То есть на наличие его и, соответственно, какие штрафы наложены на данного гражданина, у которого водительские права. Ну, несомненно, то, что цифровизация в целом положительно влияет на упрощение получения государственных услуг. Как вы считаете, каким образом это сегодня отразилось на работу ГИБДД? И, соответственно, какие перспективы сегодня открываются?
Ну, на сегодня открываются перспективы именно не только для водителей, да, но и также для инспекторов дорожно-патрульной службы. То есть у нас есть еще дополнительно сейчас есть интерактивное приложение, можно сказать, да, которое, опять же, оказывает помощь не только водителям, ну и, как я сказал, инспекторам дорожно-патрульной службы. Приложение. То есть эта услуга у нас предоставляется госуслугами, госуслуги авто называется, где есть возможность водителю ввести свои данные водительского удостоверения, также своего транспортного средства, то есть собственного. Также есть возможность водителям также получить доступ на управление транспортным средством у собственника, то есть собственник может дать право на внесение своих данных, ну, то есть данных транспортного средства третьему лицу, который может управлять данным транспортным средством, то есть если он вписан в страховку, так сказать, да, третьим лицом, то, соответственно, он также имеет возможность воспользоваться данной приложением, то есть показать инспекторам дорожно-патрульной службы при остановке, да, не показывая бумажный носитель, показать именно в приложении госуслуги Вот как раз те авто. моменты, которые очень часто у нас обсуждались Да, в последнее время. в принципе, в социальных последнее сетях. время у нас уже практически, можно сказать, в прошлом году прошел тест данного приложения, да, где инспектора, соответственно, проверяли водителей на наличие водительского удостоверения, ну и также на наличие свидетельства о регистрации транспортного средства. Ну, в принципе, можно сказать, сейчас уже более-менее активно наши граждане начали пользоваться данным приложением. Ну и, конечно, хотелось бы призвать еще водителей именно пользоваться данным приложением, потому что она в первую очередь не только удобна для себя, да, если вы, допустим, забудете какие-либо свои бумажные носители, можно сказать, там, те же водительские удостоверения, да, тоже свидетельство о регистрации транспортного средства за то, что, допустим, если вы оставили, при себе не имеете, есть возможность, опять же, получить штраф, так как вы оставили, и, соответственно, инспектор также проверяет по базе, и, соответственно, уже может выписать штраф минимум 500 рублей, и если, опять же, вы забыли вот водительское удостоверение, да, то там можно обойтись штрафом, либо предупреждением, да. Ну, а если вы забыли уже свидетельство о регистрации транспортного средства, то тут уже, согласно статье 12.3, там уже есть санкция постановки транспортного средства на специализированную стоянку, так как у вас нету документов на транспортное средство, то есть свидетельство о регистрации, соответственно, вы получаете штраф в размере 500 рублей, и еще также транспортное средство ставится на специализированную стоянку. Соответственно, это новое приложение госуслуги Да. авто, которое дает не только доступ к сервису gibd.rf, но в том числе и возможность удобно хранить документы Да, удобно и при хранить необходимости документы, и, их в принципе, там предъявлять. как бы и можно уже пользоваться. Замечательно. Благодарим вас, Владимир, за уделенное время. Желаем, конечно же, успехов новых в работе. Напоминаю, что в нашей студии был Владимир Ощепков, инспектор отдела пропаганды Управления ГИБДД МВД по Республике Саха-Якутия, капитан полиции. А мы продолжаем. С давних пор не утихают споры автомобилистов о том, разрешена ли какая-либо тонировка. Все же разрешена она или нет, разрешена ли при этом заводская тонировка и как быть, если тонировка уже установлена. Смотрим в следующем сюжете. Правила тонировки автомобильных стекол регулируются основными положениями по допуску транспортных средств и эксплуатации. В документе есть приложение с пунктом 7.3. Оно и включает весь перечень неисправностей и условий, при которых запрещается использование автомобиля. Например, эксплуатировать транспортное средство нельзя, если в машине установлены дополнительные предметы или нанесены покрытия, ограничивающие обзорность места водителя. В 2020 году Министерство транспорта слегка откорректировало эти положения, подведя стандарты тонировки под более современный ГОСТ. Согласно новому ГОСТу, светопропускаемость ветрового и передних боковых стекол должна составлять не менее 70%. А вот ограничений по тонировке задних стекол нет. Данное нарушение инспекторами дорожно-патрульной службы может, опять же, применяться данная статья. Ну и, соответственно, для того, чтобы измерить нарушение ГОСТа, инспектора могут применить какие-либо технические средства. Одним из них является у нас специальное техническое средство тоник, которое измеряет процент
процентное соотношение пропускаемости света на боковых стеклах, также на лобовом стекле. То есть данный аппарат сперва включается и калибруется, да, соответственно, после калибровки инспектор уже может измерить светопропускание передних боковых стекол, ну и также, соответственно, лобовое стекло. Также имеется так называемая заводская тонировка, то есть это у нас в основном идет заводская тонировка на автомашинах иностранного производства, то есть именно данная тонировка уже стоит с завода на задних стеклах, где не предусмотрено данное нарушение. Штраф за тонировку не по ГОСТу сегодня составляет 500 рублей, согласно статье 12.5 КоАП. Если водитель дает согласие устранить нарушение на месте, то он может получить и вовсе только предупреждение. Решение принимает сотрудник полиции. Если снять пленку на месте не получается, то инспектор выписывает штраф и выдает предписание на устранение нарушения с установленными сроками. И, соответственно, данное требование вносится в базу госавтоинспекции. И если не выполняется данное требование, в следующий раз, когда сотрудники дорожно-патрульной службы задерживают данного гражданина, водителя, да, опять же, на этой машине уже также с тонированными стеклами, то водитель может быть доставлен в отделение полиции за невыполнение законных требований сотрудника полиции по статье 19.3, где, соответственно, опять же, будет меняться ему либо штраф, либо арест до 15 суток. В условиях суматохи очередей, узких пространств, большого скопления автомобильных средств неудивительно, что на паромной переправе случается ДТП. В чьем же видении находится расследование дорожно-транспортных происшествий на пароме и действует ли ОСАГО в таком случае, разъясняет юрист Ростислав Глеков. В случае дорожно-транспортного происшествия при переправе через реки и озера, в том числе с использованием паромов, значит, у водителей часто возникают вопросы, кому обращаться, к сотрудникам ГИБДД, либо в какие органы, которые занимаются, значит, в чьей компетенции находится данный вопрос. Да? Здесь надо четко понимать, что такое дорожно-транспортное происшествие и где они происходят. Есть понятие, значит, в пункте, закрепленное в пункте 1.2 правил дорожного движения, где четко дается понятие, что такое дорога и дорожно-транспортное происшествие. К дорогам относятся, значит, приспособленные либо подготовленные участки земли, используемые для движения транспортных средств, либо искусственная поверхность искусственного сооружения, по которым двигаются транспортные средства. Значит, при въезде на паром, соответственно, это будет являться дорогой. В случае ДТП на земле однозначно это сотрудники ГИБДД оформляют, значит, вот как у нас сделано, допустим, в городе Якутске, да, сейчас полностью четко определена схема движения транспортных средств, имеются ограждения, знаки и так далее, то есть это относится конкретно к дороге. Ранее, как говорится, пока этого ничего не было, было достаточно сложно определить, да, относится участок к дороге или нет. При, значит, движении на пароме, к сожалению, это уже к дороге не относится. Вот. И в данном случае должны разбираться сотрудники транспортной полиции, вот, которые точно так же фиксируют, значит, происшествия на пароме. Помимо этого, все происшествия на пароме заносятся в судовой журнал, обязательно капитана, потому что любые происшествия на пароме, они должны фиксироваться. Точно так же, значит, должна осуществляться объективная съемка, видеосъемка, да, при наличии видеокамеры, которая фиксирует происшествия на пароме. Ну и помимо всего прочего, точно так же фиксируется все-таки с помощью видеорегистраторов, которые также находятся на машине, где можно, как говорится, получить видео и разобраться, что произошло. Значит, возмещение при ДТП, в данном случае, опять же, если это находится, ДТП произошло на дороге, тут применяется каска ОСАГО, вот, как обычно. Вот, значит, в случае происшествия на пароме начинают действовать нормы гражданского права, устанавливать, как говорится, виновное лицо, которое будет возмещать ущерб, причиненный в результате, ну, вот этого происшествия. Тут, опять же, должны быть свидетельские показания, опять же, вот видеосъемка, допустим, выписки судового журнала, заключения органов компетентных. Это если вкратце, значит, рассказать по ДТП, связанным с переправой через воду.
С удовольствием хочу приступить к нашей постоянной и многими любимой рубрике, в которой горожане проверяют свои знания правил дорожного движения. По традиции наш экспресс-тест состоит из 10 вопросов. А свои знания сегодня в нашей студии проверит мотоциклист, автолюбитель Кристина Залялова. Здравствуйте, Кристина. Пожалуйста, расскажите немного о себе, как давно вы за рулем и почему именно мотоцикл. Здравствуйте. За рулем мотоцикла я, получается, 3 года. Права получила 3 года, точнее сказать. За рулем автомобиля я уже 6-й год. Почему все-таки решили для себя то, что мотоцикл – это то, с чем вы хотите связать свою жизнь? Я смотрела видео в интернете, и как-то мне так понравилось это ощущение вот с камер, допустим, да, как с первого лица. И я тоже захотела попробовать. И поэтому пошла в автошколу, получила права, и вот уже сама выехала, когда на дорогу, я вот прям поняла, что я правильно решила и не побоялась. Ну что, проверим, насколько вы знаете, соответственно, соблюдаете правила дорожного движения. Начнем наш тест. Внимание на экран. Можно ли вам выполнить разворот по данной траектории? Первый вариант можно, второй можно, если ширина проезжей части недостаточна для выполнения маневра из крайнего левого положения. И третий вариант нельзя. Думаю, можно. Ваш ответ – вариант номер 1. Ага. Можно. Хорошо, следующий вопрос. Можно ли вам выполнить обгон при наличии данной разметки? Первый вариант можно, второе можно, если скорость трактора менее 30 км в час, и третий вариант нельзя. Нельзя. Третий вариант. Следующий вопрос. Как вам следует поступить, двигаясь по перекрестку с круговым движением? Первый вариант – уступить дорогу грузовому автомобилю, второй – проехать перекресток первым, и третий – действовать по взаимной договоренности с водителем грузового автомобиля. Проехать первым. Проехать перекресток первым. Второй вариант, да? Второй вариант. Едем дальше. Разрешается ли водителям транспортных средств остановка в указанных местах? Первый вариант разрешается, второй вариант разрешается только водителю мотоциклиста, и третий запрещается. Запрещается. Третий вариант. Ага. Хорошо, следующий вопрос. Каковы ваши действия в данной ситуации? Первый вариант – объедете грузовой автомобиль справа по обочине. Второе – продолжите движение только после того, как грузовой автомобиль освободит полосу движения. И третий – допускаются оба варианта действий. Второй вариант. Второй вариант. Следующий вопрос. При перестроении на правую полосу в данной ситуации вы, первый вариант, должны уступить дорогу автомобилю, движущемуся по соседней полосе, либо второй, имеете преимущество в движении. Уступить дорогу. Ваш ответ номер 1. Ага. Такой сигнал рукой, подаваемый водителем мотоцикла, который движется по левой полосе, информирует о его намерении. Первый вариант – продолжить движение прямо, второе – повернуть направо, третье – остановиться. Повернуть направо, кажется. Второй вариант. Следующий вопрос. Чем должны руководствоваться водители, если указания регулировщика противоречат значениям сигналов светофоров и требованиям дорожных знаков? Первый вариант – требованиями дорожных знаков, второй – значениями сигналов светофора и третий – указаниями регулировщика. Третий вариант. Третий вариант. Хорошо, едем дальше. Что обозначает эта разметка? Первый вариант – номер дороги или маршрута. Второй – рекомендуемую скорость движения на данном участке дороги. И третий – разрешенную максимальную скорость движения на данном участке дороги. Думаю, третий вариант. Третий вариант. И заключительный вопрос звучит следующим образом. Какие из указанных знаков используются для обозначения границ искусственной неровности? Первый вариант – только А, второй – только Б, третий – Б и В. Вариант А. Ваш ответ – вариант номер 1. Да. Хорошо? Ну что ж, Кристина, вы ответили на все вопросы теста, а правильность ваших ответов, соответственно, и результаты подведет преподаватель учебного центра «Фаворит» Наталья Ленских. Здравствуйте, уважаемые телезрители. Здравствуйте, Кристина. Здравствуйте.
Вы ответили на 10 вопросов. И первый вопрос был: можно ли вам выполнить разворот по данной траектории? Кристина, вы ошиблись. Действительно, развернуться по данной траектории можно на участке дорог между перекрестками, но только в том случае, если ширина проезжей части недостаточна для выполнения разворота с крайнего левого положения. Правильный ответ второй. Можно ли вам выполнить обгон при наличии данной разметки? Вы ответили правильно. С нашей стороны сплошная линия разметки, значит запрещено. Как вам следует поступить, двигаясь по перекрестку с круговым движением? Вы дали правильный ответ – проехать перекресток первым. Разрешается ли водителю транспортных средств остановка в указанных местах? Вы дали правильный ответ – запрещается остановка, так как до сплошной линии разметки не будет 3 метров. Каковы ваши действия в данной ситуации? Вы дали правильный ответ. В данной ситуации вы можете продолжить движение только после того, как грузовой автомобиль освободит полосу движения. При перестроении на правую полосу в данной ситуации вы дали правильный ответ, должно уступить дорогу автомобилю, движущемуся по соседней полосе. Такой сигнал рукой, подаваемый водителем мотоцикла, который движется по левой полосе, информирует о его намерении. Несмотря на то, что вы сомневались, ответили вы правильно – повернуть направо. Чем должны руководствоваться водители, если указание регулировщика противоречит значениям сигналов светофоров и требованиям дорожных знаков? Конечно, указаниями регулировщика вы дали правильный ответ. Что обозначает эта разметка? Данная разметка обозначает разрешенную максимальную скорость движения на данном участке дороги. Вы дали правильный ответ. Какие из указанных знаков используются для обозначения границ искусственной неровности? Также вы дали правильный ответ, действительно только А. Кристина, вы ответили на 9 вопросов правильно. Я считаю, что это хороший результат, но тем не менее вам и всем другим участникам дорожного движения я напоминаю, что необходимо повторять правила дорожного движения, проверять свои знания для того, чтобы дороги нашего города были безопасны. Вот и подошла к концу наша передача. Дорогие телезрители, будьте бдительны, соблюдайте правила дорожного движения и берегите себя. До скорых встреч!